Из истории известно, что среди созданных человечеством прекрасных образцов культуры туркменский ковер занимает важное место. Ковры, в которых вложена чистота души туркменских мастериц, тепло их сердец, любовь к родной земле, свидетельствует о совершенстве художественных произведений туркменского народа. Ковровое искусство – это национальная гордость туркмен. Находясь у истоков развития культуры, туркменские ковры в течение тысячелетий считаются произведениями искусства, свидетельствующим о культуре народа, его взгляде и восприятии красоты. Великолепные туркменские ковры – это олицетворение гармонии красоты мира, почитание народом национального наследия. Ткацкое ремесло туркмен началось с ковроткачества, поэтому ковровое искусство являлось не только ценным продуктом туркменских ремесел, материальной сокровищницей и духовным богатством нации, но и неиссякаемым источником изучения истории народа. Искусственное мастерство рук наших бабушек – это неиссякаемый источник прекрасных творений, национальное богатство, которое сохранялось для будущих поколений. Изящные ковровые узоры отражают все мечты и чаяния, желания и стремления туркменских ковровщиц, в которых воплощена их любовь к родной земле, к окружающей природе. Туркменские девушки и женщины особыми узорами украшали хорджуны, предназначенные для хранения продовольствия туркменских джигитов, которые собирались в дальний путь. Ковровщицы своими руками изготавливали нити, из которых ткали хорджун, а в завершении своей работы они к хорджуну пришивали специальные кольца. Хорджуны – ковровые изделия туркменского народа, свидетельствующие о самоотверженности и трудолюбии народа, вдохновленной душе туркмен. Рукодельницы ткали хорджуны для своих детей, чтобы они держали в них игровые кости ашык, поэтому их называли ашык хорджунджигы. Кроме того, ткались ян хорджуны, предназначенные для хранения продовольствия и других предметов, необходимых на охоте или в пути. Мастерство наших ковровщиц, чистоту их душ, самые светлые чувства их сердец – все это мы видим в узорах, выполненных на хорджунах. Промежуток между хорджуном выполнен методом какма с узором терим гуэденек. Хорджун украшался кольцами. В центре хорджуна выполнен орнамент кеджебе гуэле. Он соткан вертикально в 2 ряда, горизонтально в 1 ряд. Промежуточный орнамент на хорджуне ичи тебентли гоцак. Боковые узоры выполнены в 6 рядов орнаментами аладжа, яшил гоцак, гелин бармак, текбент, тазы гуйрук, а также дагданлы гоцак. В течение тысячелетий это ремесло было доведено до уровня искусства. Оно прошло долгий путь и стало искусством, которым восхищается весь мир. Если вы внимательно посмотрите на узоры старинных ковров, сотканных искусными руками мастериц, то откроете многое для себя. Искусное мастерство рук наших бабушек стало прекрасным памятником этого ремесла, сохраненное для потомков. В каждом изящном ковровом узоре можно прочесть мечты и чаяния, желания и стремления, радость и печаль туркменских мастериц.